В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня у нас в гостях президент Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Юсуп Чуриков. Юсуп Машуов. Да, Машал, алейкум салам. Хочется в первую очередь спросить про вашу палату. Да. Какой политики вы придерживаетесь в развитии взаимоотношений с другими регионами Российской Федерации? Это первый вопрос. И какова вообще философия Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики? На что вы делаете в первую очередь упор? Торгово-промышленная палата – это некоммерческая, негосударственная организация, да, которая создана для объединения бизнеса, для поддержки бизнеса, его продвижения и так далее. Вообще торгово-промышленные палаты существуют по всему миру, всемирная такая структура, сеть, скажем, палат. В Российской Федерации сейчас где-то там что-то, какие-то муниципальные просто сокращаются. Есть, допустим, в больших областях, регионах, там помимо региональной палаты еще существуют муниципальные. Вот на сегодняшний день примерно где-то 132 палаты. В Российской Федерации. В Российской Федерации, да. Есть там и региональные, и муниципальные. В торгово-промышленные палаты ходят бизнесмены, предприятия и предприниматели. Вот на сегодняшний день где-то более 360 тысяч являются членами палаты в России предпринимателей и предприятий. И насколько успешно они взаимодействуют? Насколько это физически возможно. То есть у нас есть чаты, переписки, то есть какие-то для связи, да, единая почта, рассылки и так далее. Мне часто, допустим, ежедневно я просто не успеваю физически даже обрабатывать. Некая информационная база. Да, и мы просим вас среди своих предпринимателей распространить эту новость. Мы, соответственно, освещаем уже среди своих предпринимателей. Юсуп, я правильно понимаю, палата – это организация, в которой не только бизнесмен, в первую очередь бизнесмен, сможет продвинуть свое дело, получить хорошие контакты, связи и участвовать в различных программах. Да, совершенно верно. Плюс нам постоянно приходят рассылки, торгово-промышленная палата совместно с кем-то, или сами бизнесмены проводят какие-то мероприятия, форумы, семинары. И эта информация приходит, мы с ней охотно делимся с нашими членами торгово-промышленной палаты. То есть это как еще платформа для привлечения инвестиций? Это тоже одна из наших деятельностей. Да? То есть более 360 тысяч предпринимателей входят в базу торгово-промышленной палаты России, и мы со всеми взаимодействуем. И они, раздроблены на свои регионы и города. И мы знаем точно, мне нужен, допустим, Красноярский край, какой-то производитель или какой-то продукт оттуда. Я связываюсь для нашего члена палаты с руководителем торгово-промышленной палаты данного региона, и он очень оперативно и быстро находит нам необходимого человека, скажем так. Вот. Более того, я еще добавил бы, что очень много торговых представительств и торгово-промышленных палат за рубежом. И если мы, палаты региональные, допустим, мы являемся хозрасчетные, наш заработок – это то, что мы сами сделаем, то палаты и торговые представительства за рубежом, они на зарплате. На зарплате у нас также и палата России, которая находится в Москве, торгово-промышленная палата России. Это регулирующий орган? Он какие-то контрольные функции выполняет? Да, и мы к этому еще подойдем. И что я хочу сказать? И, допустим, так как палата вообще организована, чтобы продвигать и развивать российский бизнес, вот эти торговые представительства и торгово-промышленные палаты за рубежом, они там находятся, чтобы помогать нашему бизнесу развиваться за рубежом. И, к примеру, такой элементарный пример. Ко мне приходит член нашей палаты и говорит: Юсуп, мне хочется полететь в Турцию и собраться с производителями ламината, скажем, да. Не мог бы ты помочь в этом вопросе? Любой региональный руководитель палаты вправе сразу позвонить. Я смотрю, у нас есть в Турции торговое представительство. Я звоню коллеге оттуда и говорю: так, уважаемые, организуйте такую-то дату, встречу с производителями ламината. Приедут наши несколько членов палат, бизнесменов, и хотят с ними пообщаться, встретиться. С вас организация места, локации, и их пригласить. И это их обязанность. Они за это получают зарплату, их обязанность
помогать продвижению нашего бизнеса. Юсуп, еще один вопрос очень касаемо нашей республики и динамики развития республики. Наверняка на различных мероприятиях за пределами Чеченской Республики вы сталкиваетесь и общаетесь с разными людьми, с представителями бизнеса и политики и других сфер. Насколько высок интерес к Чеченской Республике и как это можно бы использовать в целях привлечения каких-то сторонних средств либо инвестиций в нашу республику? И вообще палата может выступать в таком формате? В любом случае, конечно же, есть. И это интерес к нашему главе, к нашему региону, к нам как нации, да, и с нашей особой историей. Поэтому интерес есть, и надо его развивать. Постоянно обращаются различные предприниматели, постоянно предлагают со всей России различные свои услуги, хотят сами работать, открывать свои компании здесь, учитывая тем более налоговые льготы, которые были для компаний, зарегистрированных в Чеченской Республике. Многие компании с России переехали, с других регионов переехали, открыли здесь, в Чеченской Республике. Если без имен там какой-нибудь другой регион и Чеченской Республики, всегда я ощущаю, что интерес больше к нам. Да, такое есть. И это зависит еще от того, что на самом деле командой нашего руководителя делается огромная работа. Вы сказали про мероприятия. Вы часто организовываете мероприятия и, в принципе, знаете и не раз это проводили, и будучи в должности руководителя другого бизнес-организации, да? Какие-то мероприятия планируются в этом году торгово-промышленной палатой? Мы провели, если мне память не знаю, 12 февраля бизнес-форум в этом году первый. Там были приглашены, это руководитель, присутствовал таможенной службы нашей, зам руководителя особой экономической зоны, специальный представитель по защите прав предпринимателей Чеченской Республики. Также был представитель Минюста. Была компания, которая оказывает, как выступающая сторона тоже, которая оказывает услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению. По налогам, по бухгалтерии. Было много очень вопросов по особой экономической зоне, какие льготы и так далее. То есть вот такого плана диалог, вопросы-ответы. Получили много информации для себя полезной наши предприниматели. И такого плана мероприятия мы в принципе, и далее планируем. Я думаю, мы такое где-то конец июня, начале июня повторно проведем мероприятие. Может, чуть-чуть других гостей пригласим, тоже касающиеся их вопросы, предпринимателей озвучим. И мы планируем вообще, как минимум 3-4 данных форума палата сама проводила в течение года. Да? Юсуп, скажи, пожалуйста, касаемо представителей бизнеса Чеченской Республики, как охотно они идут с вами на контакт, и есть ли какие-то предпосылки дальнейшего взаимодействия? Поначалу было сложно, тяжело шли, но сейчас, слава богу, произошло такое потепление. Может быть, после 1, 2, 3 мероприятий, проведенных совместно, мы как-то перешли уже на «ты». Плюс у меня очень хорошая тоже команда, у меня есть помощник Мансур, у меня есть зам Имани, которая, будучи девушкой, очень плотно работает. Она на себя вот эту всю женскую сторону взяла, и поэтому такое сближение произошло, скажем. Хорошая команда. Хорошая команда и время. Задачу для себя лично, не перед палатой, перед собой какую-то цель ставите в этом году? Ставим цель, во-первых, повысить базу членов палаты и обязательно увеличить услуги, которые мы оказываем для бизнесменов. А что входит в перечень услуг? Сначала начну. Когда я пришел руководителем палаты, у нас по списку было 120 членов палаты, которые еще 2001 года там числились. Я попросил сделать свою зама актуализацию. По факту осталось 40 с чем-то членов палаты. То есть более сколько получается, 70% это были уже какие-то или закрытые компании, или несуществующие юроадреса и так далее. То есть из 120 осталось 40 с чем-то реально. Плюс членские взносы, которые платятся ежегодно от членов палаты, да, они были, на мой взгляд, в тот момент завышены. Я попросил понизить, учитывая, что на тот момент мы никаких практически услуг на них не оказывали. Я в 3 раза понизил этот членский взнос, провел совещание с комитетом нашим.
И потихоньку, вот я могу сказать, что за последние полгода, буквально за полгода у нас 50 где-то с чем-то новых членов палаты добавилось. Сейчас у нас 92 члена палаты, которые активны. Но это за короткий промежуток времени Да, очень это хорошая цифра. Эту работу начали буквально там полгода назад, и за полгода мы там на 50 с чем-то добавили членов палаты. Как вас найти? Мы находимся по адресу улица 8 марта, 37А. Начинали мы там с одного кабинета, двух. Сейчас у нас несколько полноценных рабочих кабинетов. Есть у нас и зам, и помощник, и эксперты. Ну, как бы и человек, отвечающий за интернет, да, сопровождение, и бухгалтер. Ну, то есть уже полноценная такая команда собралась. Хотя начинали у нас не было ни помещения, были задолженности перед налоговой, перед федеральными приставами. Ну, слава богу, как бы потихоньку удалось идти, да, в течение года это пройти. Плюс основное, у нас не было эксперта, потому что одна из функций палаты – это также проведение экспертиз. Плюс мы также, палата выдает сертификат происхождения товара. Он необходим бизнесменам, которые экспортируют товары за рубеж. И при наличии сертификата происхождения товара и подтверждения его российского производства, они получают таможенные льготы. И многим это важно. И они обращаются в палату. Основной наш заказчик – это компания «Чеченские минеральные воды». Они из местных наших. Они поставляют продукцию за пределы Казахстана. Да. Они на систематической основе как-то там несколько раз там полугод обращаются. Но есть еще такие единичные случаи часто, которые обращаются, мы даем эту услугу. Эти кадры, этих специалистов тоже как бы я в свое время готовил. Возил специалистов в Ставропольский край на обучение своим коллегам. Потом они сдавали экзамены, потом мы полгода ждали, пока они попадут в реестр торгово-промышленной палаты России на возможность выдачи данных каких-то сертификатов. То есть вы для себя сами взращиваете кадры? Ну, да, получилось конкретно так. В данном случае? Да, в данном случае взращивали для себя эти кадры, да. Также мы заключили с Роскачеством соглашение, ну, к сожалению, скажем так, для нас, ну, может, пока только было 2 заявки на эту услугу. Что-то, да, сертификация халяль, и оно, Роскачество делает это руками ТПП в регионах. Также Татарстан. ТПП Татарстана занимается этим же у себя. А здесь? У нас самые как бы такие снова же. Муфтият. Нет, мы с августа прошлого года подписали соглашение. У нас 2 сотрудника, которые являются также сотрудниками муфтиата нашего, ну или духовного управления Чеченской Республики. Мне отрадно так заметить, что наши 2 специалиста, там, в общем, для работы должно быть 4 специалиста, это минимально. 2 с религиозным образованием, 2 с пищевым, технаря. Вот 2 с религиозным образованием, наши 2 специалиста, они как раз и писали и продумывали стандарты халяль для Роскачества. Наши 2 специалиста. И также нам отдали все регионы Северокавказского федерального округа, за исключением Дагестана. Дагестан они отдельно, их ТПП делают. И нам также отдали в Краснодарском крае Адыгею и Ставропольский край. Шикарно. Ну что ж, я хочу пожелать вам удачи, Юсуп. Уже сегодня понятно, что вы от того, что было, очень сильно оттолкнулись и набрали хорошие обороты. И есть уже конкретные результаты. Хочется пожелать вам успехов. И чтобы ваша деятельность всегда сопровождалась бы с вниманием и пониманием руководства республики и государства в целом. Что пришел сегодня к нам, рассказал о деятельности вашей палаты. Это была программа «Актуальный интерес». С вами был Хамзат Хацеев. Сегодня у нас в гостях президент Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Юсуп Чуриков. Оставайтесь с нами.